В Карагандинском городском маслихате состоялась презентация архитектурного проекта старого кладбища, которое находится в районе ДСК. На нем похоронены общественные деятели, в том числе Алимхан Ермеков, один из видных представителей движения «Алаш». Наш корреспондент расскажет подробнее. Алимхан Ермеков в 1920 году в Москве находился на заседании под председательством Владимира Ленина. Здесь он выступил с докладом о положении Казахстана. В процессе острой дискуссии о границах республики ему удалось добиться возвращения Казахстану важных территорий. По ложным обвинениям Алимхан Ермеков находился под следствием и в заключении. Лишь в 1955 году он был досрочно освобожден, официально реабилитирован и начал читать лекции в университете по математике. Последние дни своей жизни он провел в Караганде и здесь был похоронен. Когда в 1970 году умер Алимхан Ермеков, было запрещено проводить прощальный митинг и другие мероприятия. Он был признан врагом народа. Место захоронения Алимхана Ермекова стало известно лишь в 2015 году. В скором времени кладбище отреставрируют. Место захоронения Алимхана Ермекова стало известно лишь в 2015 году. В скором времени кладбище отреставрируют. Территория будет огорожена и благоустроена. По плану длина аллеи составит 350 метров, а ширина 10. Алимхана Ермекова преследовали 18 лет. Он сумел пережить жизненные трудности, но выстоял. Его жизнь должна стать примером для молодежи. Место, где захоронен Алимхан Ермеков, обложат мрамором, а также установят шанерак в национальном стиле. Здесь, по словам архитектора, нужно сохранить первозданный вид. Также на территории будет всего кладбища установлено 3 зоны для автономии разбора мусора. Это вот северной части, также с подъезда западной части и с восточной части будет 3 зоны для вывоза мусора. Интеллигенция, собравшаяся обсудить данный масштабный проект, тепло приняла эту инициативу и высказала свои предложения. А студенческая молодежь Карагандинского политехнического университета, где трудился Алимхан Ермеков, выразил готовность принять участие в этой работе. Николай Кравец, Нуржан Табрис, телеканал СРРК.